Печатные СМИ, медийные, блогеры и независимые журналисты – все бойцы одного фронта и с проблемами сталкиваются примерно одинаковыми. Конкурентность интернет-ресурсов, взаимодействие с Роскомнадзором, проблемы медиаобразования современных журналистов и льготы – далеко не весь перечень поднимаемых сегодня тем. Сейчас главным конкурентом и печатных, и медийных СМИ становятся различные интернет-ресурсы, группы и паблики, создаваемые в социальных сетях. Чем отличается администратор группы в социальных сетях, который сидит дома, который выставляет счет своей личной карты, который ведет незаконную предпринимательскую деятельность и на эту карту перечисляет за рекламу в обход налогов и так далее в кризисное явление, который абсолютно не тратится ни на какие налоги и сборы, который ни за что, ни перед кем не отвечает. Сегодня любые проверяющие органы приходят прежде всего к нам, к добросовестным СМИ. Если эта недобросовестная конкуренция будет продолжаться, мы рискуем потерять добросовестные СМИ и будем иметь дело с интернет-пространством хаотичным. Каждый ресурс должен регистрироваться в Роскомнадзоре, особенно если это интернет-сообщество, поскольку именно в сети обычно происходит та же вербовка в экстремистские и террористические организации. Но участники признаются, что попросту боятся проверок ведомства и жесткого контроля, и только потому не регистрируют свои ресурсы. Здесь объясняют, есть свои плюсы сотрудничества с Роскомнадзором. Например, ведомство всегда помогает СМИ, хотя бы защищая их интересы. Если подойти к вопросу с этой стороны, то проблем не возникнет. Может быть, только у нас в Псковской области у нас нет проблемы постоянных проверок средств массовой информации. Никто не боится, у нас заявки, я знаю, в Роскомнадзор, в управлении подаются ежемесячно на регистрацию того или иного средства массовой информации в разной форме. Либо это печатные издания, либо это электронные издания и так далее. А вот Магомед Магомедов, руководитель РИА Дагестан, согласился с Вадимом Бакановым. Конкурентность интернет-ресурсов в принципе существует только потому, что в сети нет никакого контроля со стороны Роскомнадзора. И здесь уже сам читатель должен стать более требовательным и разборчивым, чтобы научиться отличать зерна от плевел. Не верьте написанным. Вот эта концепция вот такая. Потому что столько всякой информации, и читатель как-то... В сознании читателя остался вот этот советский синдром. Вот написано в прессе, значит, это идеальная правда. Это средства массовой информации, это вот там лжи быть не может. Как? Вот такие доводы бывают, особенно у старшего поколения. Как? В интернете же написано, это в интернете опубликовали. Но сегодня интернет стал, может быть, где-то даже карманной средой не российских, там, скажем, а зарубежных агентов влияния. Также на сессии прозвучала мысль, что из-за ограничений, которые ставятся перед государственными СМИ, создается пустое поле. Его заполняют своим контентом различные интернет-ресурсы. В частности, это порождает так называемые фейковые новости. Я считаю, что это угроза в целом для средств массовой информации и для журналистики, потому что сегодня журналист становится уже какой-то, имидж журналиста, он ниже и ниже. Девальвирован, да, в том числе вот таким потоком фейковых новостей. Еще одна проблема, с которой сталкиваются региональные СМИ, это кадры, а точнее их недостача. В вузах СКФО, если и есть кафедры журналистики, то там занимаются только филологическим образованием, но технических специальностей нет. Писать текст можно научить, но у нас стоит катастрофическая проблема с операторским составом, с монтажерами, с инженерами, которых не готовят в принципе, да? А техника и технологии бегут вперед, и зачастую тебе приходят самоучки. У нас нет в нашей компании ни одного человека практически, да, из творчески-технического персонала, который бы обладал вот этим образованием. В резолюцию форума вносят предложение об открытии в северокавказских вузах кафедры журналистики для подготовки соответствующих кадров. Но нашлись и другие предложения для тех, кто хочет все успеть. Почему бы действительно не сделать так, чтобы в своих регионах средства массовой информации не формировали образовательную программу? Я считаю, что это делать не обязательно на базе вузов. Можно делать совершенно конкурентные, мне кажется, школы журналистики. Пускай это будут некоммерческие организации. Если человеку не обязательно корочка о высшем образовании, а ему хочется попасть в телевизор, он пойдет в такую школу, например. Человек устроен так, что прочесть криминальные сводки ему намного интереснее различных выставок и других культурных событий. Но Александр Малькевич знает, как зацепить зрителя. Плохое хорошо продается, а хорошее не очень. И поэтому очень важно, что мы
помогаем друг другу находить это хорошее и стараемся интересно, увлекательно рассказывать о красотах земли, тем более здесь уж на Кавказе мы знаем, что очень много красивых мест, и ими надо восторгаться, и мы это хорошо делаем. И помимо природы, это, конечно, люди. Это главное достижение, главное достоинство и достопримечательность любого региона. И вот этих людей показать достойно, интересно о них рассказать, предъявить их как пример для подражания. А вот руководитель московского комсомольца «Регион» Олег Воробьев поделился чаяниями печатных СМИ. Это рост цен на бумагу, это и ситуация с розницей, когда, к сожалению, нам очень тяжело продавать нашу газету, и ситуация с подпиской, когда цены и условия подписки достаточно тяжелые для нас, и условия на рекламном рынке, и, естественно, там и экономическая ситуация в стране, и ситуация с платежеспособностью населения. Ну и Олег Воробьев и все участники сессии уверены, что такие форумы и создающиеся на них площадки для общения – это в первую очередь хорошая возможность, где всегда можно найти решение своей проблемы. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24.